Здравствуйте, с вами программа Нова ТВ, в студии Ирина Ходор. Коротко о некоторых темах программы. Рубрика «День в календаре». Новости Беларуси и Новогрудчины. Региональный фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Музыка сердец» прошел на озере Литовка. 80-летие отметил наш известный земляк Вячеслав Антонович Чемерицкий. Сельский сход по вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций состоялся в деревне Отминово. – 26 ліпеня. У гэты дзень у 1887 годзе у Варшаве выйшаў першы падручнік мовы эсперанта. У 1908 годзе у Парыжы фінішавалі першыя кругасветныя аўтамабільныя гонкі, старт якім быў дадзены 12 лютага ў Нью-Йорку. Гісторыя гэтых гонак паслужыла асновай сцэнарыя папулярнай камедыі «Вялікія гонкі». У 1997 годзе у Мінску адбыўся другі з'езд беларусаў свету. 27 ліпеня у гэты дзень у 1320 годзе адбылася бітва пад Меднікамі. Войска Вялікага княства Літоўскага перамагло рыцараў Тэўтонскага ордэна. У 1944 годзе Львоў быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У 1985 у Маскве пачаўся 12-й сусветны фестываль моладзі і студэнтаў. У 1990 Вярхоўны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. У 2012 годзе у Лондане адкрыліся 30-е летнія алімпійскія гульні. Уважаемые зрители, 27 июля председатель районного исполнительного комитета Анатолий Мячеславович Маркевич проведет прием граждан в райисполкоме с 8 до 14 часов. С 13 до 14 часов будет также проводиться прямая телефонная линия председателя райисполкома с населением района. Позвонить на прямую линию вы можете по телефону 3 93 03. Супер предложение от «Квартал вкуса». Мороженое пломбир «Веселые внучата» с ароматом ванили. Всего 55 копеек или 5500 рублей. Минеральная вода «Новая Друдь» 1,5 литра. 40 копеек или 4000. Рулет праздничный копчено-вареный. Всего 6 рублей 30 копеек или 63 тысячи за килограмм. «Квартал вкуса». Удобно, выгодно, разнообразно. В минувший четверг расширенный сельский сход прошел в деревне Отминово. Посвящался он вопросам профилактики пожаров и других чрезвычайных ситуаций и гибели людей на них. На сходе присутствовали жители деревни, работники местного хозяйства. Участие в сходе принял начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Свирид и председатель сельсовета Иван Чернель. Участникам схода продемонстрировали видеофильм о проблемах безопасности детей. Реальные трагедии нескольких белорусских семей, потерявших детей, не могли никого оставить равнодушными. В выступлении начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Свирид напомнил о правилах безопасности в жилом секторе, о необходимости постоянного и неустанного присмотра за детьми и пожилыми родственниками. Сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям раздали листовки с профилактическими материалами всем участникам схода. Год культуры 80-годдзе адзначыў наш знакаміты зямляк, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, крытык, літаратуразнаўца, перакладчык Вячаслав Антонович Чемерыцкі. У пятніцу 22 ліпеня у зале пасяджэнняў раённай бібліятэкі адбылася творчая сустрэча з юбілярам. На творчую сустрэчу з Вячаславам Антоновичем Чемерыцкім у раённую бібліятэку прыйшлі работнікі устаноў культуры і адукацыі, сябры і добрыя знаёмыя юбіляра. Сам Вячаслав Антонович з'явіўся ў зале бібліятэкі ў элегантным касцюме і ў прыўзнятым настроі. Прыехаў у Новагрудак юбіляр разам з сынам Максімам і унучкай Янай. З першых слоў Вячаслав Антонович Чемерыцкі пакарыў гасцей сваёй інтэлігентнасцю, адкрытасцю, дружалюбнасцю. Шчыра дзяліўся ўспамінамі аб дзяцінстве, гадах вучобы ў Новагрудскай сярэдняй школе нумар 1, людзях, якія сустракаліся на жыццёвым шляху. Александрович Степан – это вядомый, конечно, даследчик, літаратуразнавец, профессор, доктор наук.
И он меня учил где-то приблизно с 7 класса. Ось. С 7 по 9 приблизно так. 24 годы викладав білоруську мову і літературу. Ось у этой уже першей школе, белорусской средней школе номер 1. И он сам еще учился заочно, не помню, в Гродно, в Минску. Вот. Учился, ну и я там с ним першиню, кстати, ну он меня показал мне многие редкие выдания, тому что коли я с Клышка, відомий вам автор Букваров, студент педучилища, ось ми зустрілися і вивели від гуртку, перші вірші почали і носили його, да, це свої початкові твори, да, Олександрович запрошав нас, коли він заставався після уроків з учнями, які училися, і давав їм завдання додаткові, допустим, бачив там целую сторонку переписать это слово, якое он не мог правильно написать уже. Вот. И, да. Я ночью так вот пришел, принес ему верши, это где-то в 50-м году было. Вот. И тут, думаю, гляжу, сидят, думаю, ну, это двоечники, я так кричу за гонором, что я же уже пишу верши, я ученый такие. Я после маленький такие подходить и кажу, вот я поправил свой твор. Так, оказывается, это не учень, а это студент, навченець педучилища, який так само, починаючи письменник, пише вірші і оповідання. От ми там так познайомилися з Клышком і сябруємо до сьогоднішнього дня. Пасля школы Вячаслаў Чамярыцкі скончыў філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта, настаўнічаў, працаваў інспектарам райана. Потым паступіў у аспірантуру Інстытута літаратуры Акадэміі навук БССР. Збіраўся пісаць кандыдацкую дысертацыю аб сучаснай беларускай літаратуры. Але ў рукі маладому навукоўцу трапілася кніжка, якая змяніла гэтыя планы. На одну ночь мне попала одна книжка. История крымской книги Ластовского. Это было где-то приблизно в 4-м году, 3-м, да. Это было забороненное имя, и книжка, конечно, спецфонды были, но Арсен Лис, такие мои сябры, фольклористы подобные, с Вильни привез ее, так сказать, и дал нам тишком и в интернате, вот почитайте. Я розгорнув і почитав, і бачив, яка багата наша спадщина, яка на порівнянні з періодом совєтської літератури. Там 9 стагоддів, скільки там творів, письменників. Якое багаття незвичайне. І все це в наших подручниках, частних нічого не було, там тільки Крихоскарина. Іншим сказано було. І я як прочитав, і я так одразу душою проникся, що буду займатися старожитною, давньою літературою, не совєтською, давньою. Вячаслав Антонович абараніў кандыдацкую дысертацыю «Беларускія летапісы як помнікі літаратуры». Так як ён, мабыць, ніхто не ведае наша летапісанне. Дарэчы, вядома, што Вячаслаў Чамярыцкі прылажыў руку і да ўстанаўлення даты 1944 год як першага упамінання аб Навагрудку ў летапісах. Пад кола яго навуковых інтарэсаў падпалі і творчасць нашага першадрукара Францыска Скарыны. За працы аб ім Вячаслаў Чамярыцкі стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі. За вялікі ўклад у развіццё беларускай навукі і культуры Вячаслав Антонович узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. Дарэчы, ён прывёз з сабой медаль і значок лаўрэата, як і некаторыя свае кнігі. Звычайна на юбілеі госці прыходзяць з падарункамі, а Вячаслаў Чамярыцкі сам зрабіў падарунак землякам-навагрудчанам. Падараваў райбібліятэцы падборку рэдкіх кніг з уласнай бібліятэкі. Не асталіся ў даўгу і госці юбілейнай урачыстасці. Ад імя раённага выканаўчага камітэта Вячаслава Антоновича павіншавала загадчык сектара культуры, аддзела ідэалагічнай работы культуры і па справах моладзі Наталя Жышко. Прывітанні і віншаванні ад жыхароў
гадоў Карэлічыны прывезла дырэктар замкавага комплекса «Мір», кандыдат гістарычных навук Вольга Папко. Для мяне вялікі гонар віншаваць вас сёння з юбілеем. Сапраўды, я вось сядзела тут і думала, таксама як гісторык і займаецца такімі нейкімі рэчамі, старажытнасцямі. Гледзячы на вас, я просто так сабе памарыла. А я б таксама хацела мець такі юбілей, мець столькі сілы, згадзіцеся, мець столькі людзей, якія ведаюць ваше прозвішча, чытаюць ваши кніжкі, фанатаў, я б сказала. Вячаслав Антонович Чамярыцкі – жаданы госць ва ўстановах адукацыі Навагрудчыны. Сваімі ведамі, цікавымі ўспамінамі ён з радасцю дзеліцца з навучэнцамі торгово-экономичного колледжа и средней школы номер 1. Мне, как представителю первой школы, выпускником которой вы являетесь, очень почетно находиться здесь, на вашем юбилейном мероприятии. Школа гордится выпускниками, и особенно приятно, когда с такими знаменитыми выпускниками имеешь честь общаться непосредственно. Вячеслав Антонович является частым гостем нашего учреждения образования. Также он нам подарил часть книг из своей библиотеки, за что мы очень благодарим. Ну а мы в память о наших встречах также создали такой информационный стенд, посвященный нашему знаменитому выпускнику. Словы падзякі за шматгадовае супрацоўніцтва, шчырыя чалавечыя адносіны выказалі Вячаславу Антоновичу супрацоўнікі устаноў культуры Навагрудчыны. Аб юбіляры было сказана многа добрых слоў, як аб таленавітым навукоўцы, хорошым чалавеку, сапраўдным рыцары даўніны. Вячаслав Антонович цудоўны прыклад чалавека, які, дажыўшы да сівых валасоў у такім паважаным узросце, застаецца бадзёрым, энергічным і мае шмат планаў і асабістых і творчых. У 2009 годзе імя Вячаслава Антоновича Чамярыцкага занесена ў кнігу славы Навагрудскага района. Падчас сустрэчы прагучала пажаданне, каб да наступнага юбілею да гэтай узнагароды далучылася і яшчэ адна – званне ганаровага грамадзяніна Навагрудскага района. Мы таксама далучаемся да ўсіх слоў віншаванняў і зычым юбіляру здароўя, аптымізму і творчага натхнення. Супер предложение от «Квартал вкуса». Мороженое пломбир «Веселые внучата» с ароматом ванили. Всего 55 копеек или 5500 рублей. Минеральная вода «Новая Друдь» 1,5 литра. 40 копеек или 4000. Рулет праздничный копчено-вареный. Всего 6 рублей 30 копеек или 63 тысячи за килограмм. «Квартал вкуса». Удобно, выгодно, разнообразно. Здесь лапы у елей дрожат на весу. Прекрасные песни Владимира Высоцкого спустя несколько десятилетий вновь лились над легендарным озером Литовка. В выходные здесь прошел 3-й региональный фестиваль-конкурс бардовской песни памяти Владимира Высоцкого «Музыка сердец». Подробности в наших материалах. Региональный фестиваль бардовской песни «Музыка сердец» в нашем районе проводится 3-й раз и посвящается памяти поэта, актера, барда Владимира Высоцкого. В 1969 году Владимир Семенович приехал на Навагрудчину, где проходили съемки фильма Виктора Турова «Сыновья уходят в бой». Сегодня места, где тогда побывал Высоцкий вместе с Мариной Влади, стали для новогрудчан и гостей города знаковыми. Одно из таких мест, озеро Литовка, стало основным местом проведения фестиваля. Стало уже доброй традицией проведение на Навагрудчине фестиваля памяти Владимира Высоцкого. И с каждым годом этот фестиваль набывает новые обороты. И очень приятно, что в этом году не только участники из Навагрудчины, но и со Свислочи, Щучина, Дятлова, Ивья. И, конечно же, сегодня мы услышали и авторское исполнение, и исполнение песен Владимира Высоцкого, что говорит о том, что этот фестиваль нравится. И, конечно же, с каждым годом мы будем стремиться, чтобы он набыл новое лицо. Участие в конкурсной программе фестиваля приняли 14 авторов и исполнителей бардовской песни. Прошлогодний победитель конкурса Александр Раевский приехал на Навагрудчину вновь. Поет Александр с 1991 года. Свои песни последние 15 лет. В репертуаре философские произведения, казачьи баллады. На фестивале имени Высоцкого я уже 2-й раз. В прошлом году занял 1-е место. Ну и решил, естественно, получил приглашение и, конечно же, решил приехать. Хорошая публика,
хорошая природа. Почему бы и не спеть, да? Тем более надо песни свои все-таки как-то доносить, потому что песня, она рождается, чтобы быть услышанной, скажем так. С мощной группой поддержки, супругой, сыновьями и родственниками приехал на конкурс юрист новогрудского предприятия «Комратторг» Александр Ковцевич. В 1997 году, будучи студентом торгово-экономического колледжа, он впервые взял в руки гитару. С тех пор Александр идет с песней по жизни, пишет сам, исполняет произведения свои и других авторов. Одна из песен, исполненная на конкурсе, песня Владимира Высоцкого. Во-первых, Высоцкий, наверное, известен своим творчеством не только в странах бывшего Советского Союза, но, наверное, во всем мире. Поэтому его песни звучали, скажем так, давным-давно, когда я еще был совсем ребенком, жил, как и все, в Советском Союзе, когда песни Высоцкого звучали изо всех окон домов, изо всех всевозможных аудионосителей, которые на то время были. Поэтому, скажем так, в творчестве Высоцкого я, наверное, как и многое мое поколение и поколение постарше выросло. Поэтому песню Высоцкого именно выбрал для исполнения на фестивале бардовской песни в этом году. Итоги конкурса подводились по двум номинациям. В номинации «Исполнитель авторского произведения» третье место и денежную премию разделили новогручане Франтишек Булько и Геннадий Алиевич. Второе место присуждено гостю из Дятлова Александру Раевскому. Победа досталась Валерию Осиевскому из Свислочи. В номинации «Исполнитель» третье место у жителя Новогрудка Александра Сорокопыта. Второе у минчанки Инессы Винцкевич. Диплом лауреата первой степени вручен Игорю Бояркину из Свислочи. В перерывах между пением неплохо бы и подкрепиться, тем более, что на свежем воздухе у воды аппетит всегда хорош. Как нельзя кстати оказался мастер-класс по приготовлению ухи «Барт-уха», который провели сотрудники ресторана «Свитязь». Как рассказала заведующий рестораном Ирина Соколовская, настоящая уха от рыбного супа отличается, во-первых, тем, что обязательно готовится из свежевыловленной речной рыбы, во-вторых, на костре. Зная тонкости приготовления и некоторые секретные ингредиенты, новогрудским поварам удалось сварить наваристую, прозрачную и ароматную уху. Более 100 порций разошлись на ура. На протяжении фестиваля работали книжная выставка районной библиотеки, где были собраны книги и статьи о Владимире Высоцком, фотовыставка «Высоцкий на Новогрудчине», подготовленная историко-краеведческим музеем, выставка продажи изделий районного центра ремесел, детская площадка, палаточный городок. Отдать дань памяти Высоцкому приехали артисты из других регионов нашей страны: Андрей Черкасов-Мичуринский и Алексей Нижевец. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Завершилась фестивальная суббота танцевально-развлекательной программой. Пребывание Владимира Высоцкого в нашем районе уже стало местной легендой. Тем не менее, живы еще люди, свидетели истории, которые помнят те дни. Их воспоминания собрала старший научный сотрудник историко-краеведческого музея Галина Ковальчук. Возможно, кому-то из наших зрителей эти факты хорошо известны, а для кого-то будут новыми и интересными. Сегодня мы присутнічаем з вами на такой важной події, як фестиваль у гонар Высоцкага, Владимира Высоцкага. Наведванне Высоцкім Новагрудчын – гэта значная падзея, якая запомнілася многім людзям. І для кожнага датыкнення да гэтай гісторыі было сваё, і кожны, нават хаця гэта было якосьці такое маленькае імгненне, якісьці такі маленькі дотык, але ж кожны чалавек, які
стыкнуўся з Высоцкім на Навагрудчыне, і ён перадае гэтыя ўспаміны, перадае сваім дзецям, унукам, як бы гэта легенда такая стала. І вось некалькі такіх выпадкаў вядома таксама па ўспамінам нашых навагрудчан, і гэтыя факты зафіксаваны ў нашым навагрудскім гісторыка-краязнаўчым музеі. Напрыклад, па ўспамінам Марыны Ўладзі, Высоцкую вельмі ўразіла наша прырода, наваколле, вось гэтыя лясы, гэтыя ўзвышшы, нашы навагрудчыны, гэтыя такія прыгожыя азёры, Свіцязь і Літоўка. І нават сам факт такі, што адну з начэй давялося начаваць тут у хляве, фактычна так, на сенавале. Гэта было незвычайна для такіх, ну, як бы сказаць, вытанчанай такой асобы, для людзей, якія бачылі вельмі многае у сваім жыцці. І Марына Ўладзі ўспамінала, што Уладзімір, ён нават без падрыхтоўкі, без якісьці такіх нарыхтовак, ён за одну ноч фактычна напісаў аснову для будучых 4 песень. І вось калі это адбывалася, нават зафіксавала такія вось у сваіх успамінах такія гукі, напрыклад, як рохканне там барсюка, або склапочаныя куры квахталі. Гэта вельмі цікава, што ёй запомнілася гэта. Таксама яшчэ адзін факт звязаны з наведваннем Марыны Ўладзі і Высоцкім нашага Навагрудскага замка, таму што Навагрудскі замак стаў у той час 60-е гады вельмі такім месцам, дзе актыўна веліся археалагічныя раскопкі. Вось тады наш такі беларускі археолог Міхась Ткачоў, ён распавядае, што прыйшоў на раскопкі, ну, зусім выпадкова Высоцкі з Марынай Уладзі. І іх зацікавіла, што каля шчытоўкі былі адкрыты падмуркі, і былі адкрыты такія пласты, дзе былі чорныя вуголлі. І ён, археолог, пачаў распавядаць, што Навагрудскі замак гарэў, і што гэта было яшчэ ў 11 стагоддзі. Марына Ўладзі зацікавіла, сказала: я хочу дакрануцца, я хочу туды спусціцца. І тады пачалі, ну, літаральна перадаваць мужчыны з рукі ў руку тую Марыну Ўладзі. І для іх было такое незвычайнае пачуццё, калі яны літаральна трымалі на руках. Гэта як гонар быў для іх. Яны бачылі твар яе, дыханне адчувалі. Ну, конечно, для мужчын гэта было вельмі кранальна. І вось яны спусціліся разам з Уладзімірам Высоцкім в раскоп. І пачаў Міхась Ткачоў паказваць, што, магчыма, гэты замак быў драўляны, быў падпалены падчас нападу ворагаў, таму што нават у бярвені было такое наканечнік стралы. І вось гэта яны ўсё бачылі. І Высоцкі сказаў, што я хочу сабе на памяць узяць такую невялікую дробязь, лишь она для мяне будзе як сувенір. І ўзяў такі маленькі вугольчык з гэтага 11 стагоддзя. Канешне, Міхась распавядае, што наведванне замка Высоцкім і Марыны Ўладзі было прыкладна калі 1 гадзіны цягнулася. Яны паглядзелі парны касцёл. І Высоцкі зацікавіўся, што тут быў ахрышчаны Адам Міцкевіч. І ён запытаўся: а няўжо Міцкевіч быў беларусам? І тады Ткачоў пачаў распавядаць, што гэта такі складаны час, і немагчыма, як бы адназначна сказаць пра этнічную прыналежнасць Міцкевіча, але ж гэта сапраўды былі яго родныя мясціны. І вось Высоцкі і Ўладзі, яны засталіся ў захапленні такой багатай гісторыі нашай Навагрудчыны, ад пабачанага на Навагрудчыне. Еще одним ключевым событием фестивальных дней стало торжественное открытие в гостинице «Новогрудок» номера, где останавливался Владимир Семенович Высоцкий. Номер 322 в гостинице «Новогрудок» в 60-е годы был единственным номером люкс. Именно здесь и остановился Высоцкий. Небольшой двухкомнатный номер с ванной, та же гостиная, та же кровать в спальной комнате. Даже плитка в ванной с тех пор не изменилась. Сейчас номер обновился. Здесь появился большой фотоколлаж, все грани творчества Высоцкого. На стене фотографии поэта и актера, кадры из его фильмов, кинопроб, отрывки из стихов. На журнальном столике пластинки с песнями барда, проигрыватель, старый фотоаппарат. Вещи той эпохи, создающие в номере неповторимую атмосферу. Для многочисленных поклонников таланта Владимира Семеновича мини-экскурсию по номеру провела заведующий отделом районной библиотеки Инна Шевчук. В 1971 году он впервые сыграл роль Гамлета. И всего считается за всю свою творческую богатую жизнь эту роль он сыграл 317 раз. Последний раз 18 июля
1980 года, ну, согласно официальным источникам. Кроме роли Гамлета, одна еще известных драматических ролей – это постановки Фросса, это пьеса «Вишневый сад» вместе с Аллой Демидовой. К слову, номер небольшой, а гостей много, так что пришлось разделиться на группы, а Инне Анатольевне проводить экскурсию несколько раз. Минчане Нина Романович и Сергей Акулич более 10 лет интересуются жизнью и творчеством Владимира Высоцкого. В наш город они приехали специально, чтобы посмотреть уникальный номер в гостинице и побывать на фестивале памяти выдающегося поэта и актера. Приезд вызван тем, что открывается у вас мемориальная комната памяти Высоцкого. Высоцким мы увлекаемся уже давно, я уже больше 10 лет. Вот. Ну и, как говорится, втянул в это дело Нина. Творчеством Высоцкого увлекаемся. В Минске есть городской киноклуб имени Высоцкого. Но пока первые ласточки – это Новогрудский памятник в Белоруссии и 2 комнаты мемориальных. Первая в Бресте, вторая здесь. Кроме мест, связанных с именем Высоцкого, гостей привлекли и другие объекты Новогрудка. Новогрудок нам очень понравился. Во-первых, он такой уютный очень, какой-то такой, ну вот свой. Мы сейчас 2-й раз приехали, но уже как к себе. Мы уже 4-й раз в Новогрудке. Нет, ну это мы были в санатории, все мимолетом, а тут именно 2-й раз конкретно именно в Новогрудок. Он вот свой какой-то, настолько уютный, настолько вот... Какая-то у него аура такая, вот, очень добрая такая. Я же даже утром открываешь окно, центр города, пахнет деревьями, не машинами, а деревьями. Такой прекрасная аллея. Вот это новое, действительно новое ваше, вот я смотрю, строительство такое. Очень интересное и оригинальное. Настолько оригинальное, каждый с такой задумкой. И вот видно, сделано именно с такой любовью, какой-то такой вот желанием сделать что-то такое вот необычное, но в то же время свое такое очень родное, близкое. Номер, посвященный Владимиру Высоцкому, не музей. Это еще одно интересное место в нашем историческом городе, и остановиться здесь сможет любой желающий. Это первый мемориальный номер, который мы открыли в связи с пребыванием здесь такого известного человека Владимира Высоцкого. Он останавливался здесь не один, а с французской актрисой Мариной Влади. Мы надеемся, что в дальнейшем откроются еще какие-либо номера, так как здесь останавливались и другие известные люди. Нам это очень приятно, мы гордимся этим. Спасибо культуре, идеологии за то, что помогают нам. Это номер не музей, он будет сдаваться, это номер будет двухместный, со всеми удобствами. Пожалуйста, приезжайте, мы надеемся, что данное событие привлечет внимание туристов, поклонников творчества Высоцкого. Добро пожаловать в гостиницу «Новогрудок». В скором времени планируется включить номер 322 гостиницы «Новогрудок» в экскурсионные туры по нашему городу. В завершение темы добавим, вчера, 25 июля, в день смерти Владимира Высоцкого, к его бюсту на улице Советской представители районного исполнительного комитета и поклонники многогранного таланта Владимира Семеновича возложили цветы. 28 июля руководители и специалисты отделов и служб Новогрудского райисполкома, это Управление по труду, занятости и социальной защите, Управление сельского хозяйства и продовольствия, Отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, Отдела образования, спорта и туризма, Землеустроительной службы, Отдела жилищно-коммунального хозяйства, Отдела архитектуры и строительства, Сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц, юридического сектора, а также учреждения здравоохранения Новогрудская центральная районная больница проведут встречи с населением с целью разъяснения интересующих вопросов по направлениям деятельности служб, принятия обращений по вопросам, требующим проверки и соответствующих мер реагирования. В 17:30 такая встреча состоится с жителями Валевского сельсовета в Доме культуры деревни Валевка. И в 17:30 встреча пройдет в учреждении образования средняя школа номер 5 города Новогрудка.
Супер предложение от «Квартал вкуса». Мороженое пломбир «Веселые внучата» с ароматом ванили. Всего 55 копеек или 5500 рублей. Минеральная вода «Новая Друдь» 1,5 литра. 40 копеек или 4000. Рулет праздничный копчено-вареный. Всего 6 рублей 30 копеек или 63 тысячи за килограмм. «Квартал вкуса». Удобно, выгодно, разнообразно. По данным районной метеостанции, 27 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 24-29 градусов тепла. 28 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 26-31 градус. Дорогие друзья, у меня на сегодня это все новости. Мы желаем вам продуктивной трудовой недели, а тем, кто в отпуске, приятного отдыха. Всего доброго и до встречи в пятницу.